Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгінгі видео біздің курста оқитындарда аптасына 2 рет разговорный клуб болып тұрады. Разговорный клубта әртүрлі тақырып таңдап, сол тақырыпта тек қана орыс тілінде өткіземіз. Орысша ойнаймыз, сөйлесеміз, танысамыз, еркін тақырып болады, кейбірде сабақ оқимыз. Содан бір сабақтан үзінді қабыл алыңыздар. Және де біздің инстаграм парақшамыз бар, соған да жазылып қойыңыздар. Ол жақта күніге тест өткізіп, қызықты видеолар шығарып, пост жасап отырамыз. Тек қана пайдалы контент. Жазылыңыздар, және де лайк қойып, комментарий жазып отырсаңызды сұранамын. Өйткені комментарий, лайк болған сайын бізде қаралым көп болады. Қаралым көп болған сайын видео көп шығады. Жарайды, бастайық. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Как у вас дела? Спасибо, хорошо. А у вас? У меня тоже хорошо. Я одна, что ли? Нет, Дарба есть, Балым есть, Ага. Жадра зашла. Сейчас еще чуть-чуть подождем, еще зайдут. Жадра, здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо, как у вас? У меня тоже хорошо, спасибо. Так, что у нас пока мало? 5 человек, да, всего? Раз, два, три. Давайте, пока мы ждем, еще кто к нам зайдет, не зайдет. Скажите, вообще, как вы относитесь к спорту? Может, кто-то каким-то спортом увлекается? Спорт – это здоровый образ жизни, Мгм. это движение. Я занимаюсь упражнением утром. Обычно каждый день я так делаю. Утренние упражнения, классно. Там планку делаю каждое утро. У меня есть любимый вид спорта, Мгм. это волейбол. Ой, у меня тоже волейбол любимый вид спорта, да. Волейбол, и я люблю смотреть фигурное катание, Мгм. когда мне очень нравится. Еще? Кто еще хочет сказать? Я каждый день, например, хожу около 2 часа. Мгм. Ходьба, хорошо. Пешком, да? Пешком. Это спорт, не знаю, спорт, да? Конечно, Примерно. спорт, ходьба. Это как кардио можно считать, потому что вы ходите. Сейчас нам Дарбай скажет, как врач, что это способствует чему? Хорошему кровообращению, да? Мышцы в тонус Свежий приводят. воздух. Свежий воздух тоже помогает, способствует улучшению здоровья. Воздух, кислород. Мгм. Это сжигание калорий, да? Да, Если сжигание ходить калорий. пешком. Конечно. Кто-то еще что-то скажет или начнем? Не знаю. Так, демонстрация у всех, да, видно? ЗОЖ Да, видно. выбирает современная молодежь. А что выбираете вы? Да, такая. Так, давайте дальше посмотрим. Что же такое здоровый образ жизни? И что не относится к здоровому образу жизни? Так, вот здесь у нас идет по часовой стрелке, да? Искоренение вредных привычек, то есть избавление от вредных привычек. Так. Жаман әдеттерден бас тарту. Алкоголь, курение, наркотики. Правильный режим труда и отдыха. Ага, да, Гульден апай? Ага. От наркотика. От наркотиков избавление. Так, к здоровому образу жизни также относится рациональное, правильное питание, да? Рациональное, что значит рациональное? Рацион, да? Соблюдение рациона. Порции правильно кушать, то есть это не сухомятку, да, питаться, это не перекусы, полноценно завтрак, обед, да, полдник. Да, рацион соблюдая. Также здоровый образ – это закаливание и занятие спортом, конечно же. Так, идем дальше. Ну что, а вот у нас идут категории вопросов. Раз, два, три, четыре, 5 категорий. Режим дня, продукты питания, вредные привычки, лекарственные травы и мифы о здоровье. Кто у нас начнет и какую цифру выберет? Какой вопрос? Всем здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, Нурузбай, как у вас дела? Добрый вечер, хорошо. Мы уже Сами начали. как? Хорошо, Ага, спасибо. да. Так. Ханус, Наурызбай да здесь, да? О, наконец-то. Да? Наурызбай явился, да? Да, дождались. Так, ну что, Гульден апай, начнете или Дарбай, кто начнет? Давайте я начну. Давай. Я выбираю продукты питания. Ага. Какую цифру? 10. Десятый? Давай, начнем. 10. Ага. Этот Да. вопрос, значит, за него будет дано вам 10 баллов, если правильно ответите. Итак, читайте. По народному поверью. Можете погромче читать, Гульден апай.
при лечении простудных заболеваний. Кроме того, его употребление снижает риск возникновения. Юля, Сейчас, Дарбай. Не подсказываем друг другу, хорошо? конечно, не будем подсказывать, но если там Гульден апай не может ответить, могу, да, я отвечу. Конечно, да, я буду говорить. Ага. Гульден апай, прочитали вопрос? Да. Поняли, о чем идет речь? И Турала. Это натуральные продукты, наверное. Да. А какой именно? Вампиры чего-то боятся. Чем отпугивают вампиров? Знаете? Вампир. В фильмах показывают, в мультиках. Ага, овощи. Говорят, Какой овощ? Как? Чесноки. Чеснок. Вампиры. Чеснок. Чеснок, Да. ага. Так, посмотрим ответ. Да, действительно, это чеснок. Он отпугивает вампиров, и он также способствует лечению, да, при желудочных заболеваниях. Отлично, 10 баллов, где на я записываю. Дарбай, ваша очередь. Вопрос и его цена. Что выбираете? Мифы о здоровье 50. Ага, мифы о здоровье. Ох, 50, ничего себе. Так. Итак, чтение при тусклом свете ухудшает здоровье. Правда ли, ухудшает зрение, это правда или это миф? Это миф. Так, почему? Потому что ученые доказали, что это миф. И еще среди моих родственников тоже очень любят читать. Есть такие люди, которые ночью так читали там. Это миф. Короче, миф, я 100% уверен. Ага, так, смотрим ответ. Да, действительно, чтение при тусклом свете просто неудобно, но от этого зрение не ухудшается. Зрение ухудшается от наших гаджетов, от телефона, правильно? И же, знаете, еще, Юля, есть специальный фонарик маленький, там книгу открываешь, такой, там, как птичка там стоит. Да. Устройство там, такое на книгу. Да, на книгу делать. Вот, никому не будешь мешать, все это отключен, ты сам по себе читаешь, вот такие устройства есть там, маленькие. Так что если вам вдруг будут говорить, что не читай при темноте, да, при тусклом свете, испортишь зрение, не верьте, книга зрение не портит. Просто это неудобно. Да. И, возможно, напряжение какое-то на глаза есть, но это миф. Так, идем дальше. Жадра, вопрос. Вопрос. Продукты питания 50. Ох, 50. Так. Читайте вслух вопрос. Все это сплошная химия, наносящая несомненный вред нашему организму, но многие очень любят эти сухие, блестящие, требующие горячей воды вредные продукты. Иногда пытаются употреблять их в сухом виде. Есть вариант? Сейчас, я думаю. Химия, да, это... Так, сейчас Жадра подумает еще немного. Какие продукты мы обязательно добавляем в кипяток? Это, наверное, чай и заварка. Может быть. Подумайте теперь, то, что мы кушаем. Бывает, когда мы торопимся, времени нету, мы быстро-быстро, хоп, зальем кипятком и потом кушаем. Это хлопья или? Может быть, хлопья. Так. Это ролтон или... Может быть, да, лапша быстрого приготовления. Лапша, да? Так, Дарбай, вы как думаете? Я не знаю, сейчас посмотрим. Дарбай? Я тоже хотел сказать, там, лапша быстрое приготовление. Лапша быстрого приготовления. Там, Биг Бон, да. Ага, так, еще есть у кого варианты? Что это такое? Что за продукт такой? Да, ролтон это. Ролтон. Ну что, смотрим ответ? Давайте. Можно употреблять в сухом виде, да, тоже? Да, некоторые кушают в сухом виде. Я в детстве кушала сухими. Жадра, вы молодец. 50 баллов. Спасибо вам. Так, дальше. Наурзбай, вопрос. Режим дня 50. Ага, режим дня 50. Ох, все берут высокие баллы. Читайте вслух. Самые значительные физиологические подъемы высокая работоспособность человека, но, к сожалению, современный человек это время просыпает. Так, скорее всего, здесь нужно назвать время суток, когда самый значительный физиологический подъем и высокая работоспособность человека, но мы в это время спим. Утро. Сколько время? Примерно какое время? Примерно 5, 6, 7. Так. Утро. Ага. Есть еще варианты? Можно я скажу, наверное, 4 часа утром.
Мгм. Да, я Да. так читал с интернета. Мгм. Так, еще есть варианты? Давайте смотреть ответ. 5-6 часов утра. Навразбай, вы получаете свои 50 баллов. Мгм. Так, идем дальше. Молодец. Баллом? Лекарственные травы. Ага. Какой вопрос? 30. 30. Мгм. Читайте вслух. Дауста оқыңыз. Считалось, что ее боятся злые духи. Так ребенка, который был слишком непослушным, стегали это жгучим растением не для того, чтобы причинить боль, а для изгнания из него нечистого. Мгм. Ее успешно применяется в медицине и кулинарии. Она входит в состав многих аптечных сборов. Из нее изготавливают сотни вкуснейших блюд. Во время блюда из этого растения спасали людей от голода. Мгм. Вов, это Великая Отечественная война. Соғыс кезінде, да? Так, есть ответ? Что это такое? Что за трава такая лекарственная? М? Совет, семейный совет. У Балым с братом. Так. Не услышала? Какой ответ? Жусан. Жусан. Мүмкін. Так, есть еще варианты? Который хлеб делает из семя, это не этот, из хлеб делает. Бидай? Как Не, это на русском? бидай. Сейчас, как это на русском? Пшеница? Да. Вот я думаю. Она жгучая, думаете? Так, еще? Есть еще варианты? Адраспан. Адраспан, может быть. Еще? Мне кажется, она вот ауылда өскендер түсінеді, она везде растет в огороде, эта трава. Зеленая, жгучая. И прикоснешься, уже обжигаешься. Не, Лучшее. кукуруза. Так. Что, смотрим ответ? Подумай немножко. 1 минут подумай. Давайте Это подумаем. острая трава. Жгучее высказание. Жгучая какая. Жгучее растение. В медицине, кулинарии из нее суп варят из этой травы. Это же не укроп случайно. Нет, не укроп. Красный перец. Красный перец? Может быть. Так. Что, открывать ответ или еще подумайте? Давай открываем. Лук или... Лук? Посмотрим. Не знаю. Это крапива. Знаете такое растение? А? Знали? Нет. Крапива. Не знали? Она Оказалось, это жгучая. калакай или... Были варианты жусан, адраспан, лук, красный перец, укроп. Мгм. Баллом пока не получает. 30 баллов, но еще все впереди. Еще игра не закончилась. Так, идем дальше. Кто еще у нас? Дарбай. Выбирать, да. Сейчас. Вредные привычки 50. Ага. Читайте вслух. Крапива – это действительно калакай. Жадра Рахмет. Спасибо вам за ответ. Ринотилексомания. О какой вредной привычке большинства малышей и некоторых взрослых идет речь? Такой сложный Это- вопрос. Не Это знаю. когда Ой, это когда что-то нюхает, да, или Скорее такое? всего, да. Скорее всего, да. да, что-то, вот, ну, это типа как токсикомания, она похожа. Мгм. Ну, честно, я не знаю ответ. И вот это вот Рино, да, что-то вот похожее на вдыхать, что-то, да, как будто бы. Да, дышать, это, Мгм. Есть еще вариант Да. ответов? Кто как думает? У нас тут медики еще есть, кроме Дарабая. Давайте посмотрим. Смотрим ответ? Да. А, Что за привычка? это же... Ковыряться в да. носу. Это называется ринотилексомания. Ничего себе. Вот это да, надо записать, я не знала. Еще такая там сложная, да, когда ладно, там, Ринотилексомания, когда люди, малыши, некоторые взрослые ковыряются в носу. Так, Людена Пай. Так, Мгм. Дарбай, ладно, в этот раз не получаете 50 баллов, но ничего. Но вы были близки, что-то связано с дыханием носом. Людена Пай, вопрос.
Ага, вопрос. Режим дня Ага. За сколько? 40. Угу. За 40 баллов. Так. Считается, что 5 минут этого действия заменяет 40 минут отдыха. Угу. Какое-то Что 5 минут действие это мы делаем 5 минут, и это нам заменяет целых 40 минут отдыха. Что может делать 5 минут? Когда мы чуть уставаем, Когда мы чуть-чуть дремлем, да? Когда мы спим немножко. 5 минут это уже мало. Только уснешь, уже просыпаться надо. Давайте я дам маленькую подсказку. Это... Подсказка. Это какая-то эмоция. Эмоция. Смех. Да. Смех. Когда мы 5 минут смеемся, смех. Смех. Еще 40 баллов. Гульдена Пай пока всех обережает. 50 баллов. Да. Хотя нет, вы же брали за 10 баллов, теперь у вас как у всех по 50. Так, спасибо за подсказку. Нет, за что, идем дальше. Кто у нас там дальше? Жадра, вы тут? Да. Ваш вопрос? Я выбираю мифы о здоровье. 30. 30. Угу. Итак, морковка может улучшить зрение. Это миф или это правда? Я слышала, что морковь поможет росте, да? Угу. А насчет зрения? Улучшает или нет? Насчет зрения, я думаю, это да. Не миф. Действительно, морковка улучшает зрение. Да, я так думаю. Угу. Так. Еще есть кто как считает? Есть еще мнение? Идеи? Улучшить зрение. Улучшает, да? Может улучшить. Да. Дарбай, вы как эксперт, скажите нам, как вы считаете? Нет? Почему? Я не могу. Нет, наверное. Миф это тоже. Вы думаете миф? Да, думаю. Это не точный ответ. Я думаю, это миф. Миф. Балан говорит, что это миф. В общем, так, давайте еще есть ответы еще? Если сейчас... Это миф. Так, если сейчас ответ будет мифом, то мы 30 баллов разделим между Дарбаем, Балом и... Кто только что ответил последний? Наурзбай? Наурзбай, да. Так, давайте посмотрим ответ. А если же Жадра была права, то все 30 баллов достанутся ей. Ага. Читайте, Жадра, ответ. Морковь на самом деле содержит витамин А, но потребление большого количества этого витамина не улучшает наше зрение. Ой. Это миф, да? Я была не права. Тогда я добавляю 10 баллов Дарбаю, 10 баллов Наурзбаю и 10 баллов Балам. Но зато теперь после ответа все мы точно убедились, что морковка не улучшает наше зрение. Хотя я всегда думала, что улучшает. Наурзбай. Режим дня 30. Угу. Ого. Кто такие... так, сейчас я пойму сама, что тут имеется в виду. Совы? Какая-то закономерность? Что тут такое? Голубь. Голуби? Какие-то птички? Какие-то совы? Что нужно найти? Я сама не пойму. Или общая тема этих... Общая закономерность. 3 фото, один слово. Да, 3 фото, одно слово. Так, тогда... Сейчас. Режим дня, значит, это должно быть связано, скорее всего, с активностью человека. То есть это утро, это обед, или это какое время? Там сова, там ранняя пташка, они же разные, там сова ночью просыпается, там ранняя пташка рано встает, может. Это такое. Или не так. Эта птица как называется? Маленькая там стоит. Не знаю. Они отдыхают или как? Воробей, наверное. Воробей? Не знаю. Вот я сама что-то не могу понять. Давайте посмотрим ответ. Если что, Наурзбай вам засчитаем, потому что я сама не пойму, чего они хотят. Вот, да, это типы человека. Совы, да, которые ночью в основном бодрствуют, больше работают ночью. Жаворонки, которые рано просыпаются. И голуби, которые днем активные, вечером и утром пассивные. Как-то так. Ну, в принципе, вот, вы все были понемножку правы. Давайте я всем по 10 баллов дам. Это сколько было? 30 баллов? Раз, два, три, 4, 5. 30 на 5, каждому по 6 баллов я приплюсую. Так, идем дальше. Баллом? Продукты питания. Ага. Так. 40. 40 продукты питания. 40. Что это такое?
Смесь сахара. Смесь сахара, химии и газов. Ага. Это какой-то вредный продукт питания. Газировка. Так, газировка. Смотрим ответ. Та-дам! Газировка. Кока-кола, пепси, фанта – это все газированные напитки. Поэтому я добавляю вам 40 баллов. Баллом идем дальше. Так. Сейчас баллом всех перегонит. Подождите. Она только начала. Так, кто у нас еще тут заходил и молчал? Ерболат, вы тут? Талгат ага. Наши молчащие игроки. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас тут игра происходит. Выбирайте вопрос. Да, я чуть еще не понял. Давайте после один человек. Ну хорошо. Тогда Гульдена Пай. Ага. Режим дня. 20 часов. Так, режим дня. Здоровьем. Миф. Давай. Читайте. Наиболее благоприятное время ложиться спать. Наиболее благоприятное время ложиться. Вечером 9 часов. Ваш ответ вечером в 9 часов, да? Так. Вечером 10 часов. Да, 9-10 часов. Жадра 10. Ага, Дарбай 9-10. Так, давайте 9 посмотрим. рано, да? 9-10, да. Тоже 9-10. Действительно, вы правы, Гульдена Пай. Между 9 и 10 часами. А мы все, кажется, не ложимся никогда вовремя, да? У нас сейчас урок идет, когда спать надо. Сколько я вам должна его прибавить? Вот у меня память. 20. Ага, идем дальше. Дарбай. Гульдена Пай еще плюс 20 баллов. Супер. Ваш вопрос? Сейчас. Мифы о здоровье 40. Читайте. Мобильные телефоны создают значительные электромагнитные помехи в больницах. Это правда или это миф? Не, это миф. Они не создают никаких помех. Да, нет. Ну, есть, так, чтобы там. Правда? Так, Наурзбай думает, что правда. Еще есть ответы? Я читал, что Я iPhone думаю, 12. это правда. Балым тоже iPhone думает, 12 что правда. такой. Ага. Что там с iPhone 12 не так? Не покупайте iPhone 12. Магнитные помехи. Ну, я так читал, что создатели сами мойындаган. Сами поддерживают это мнение, да, что они создают помехи. Да. Так, ну что ж, посмотрим сейчас ответ. Потому что в больнице много медицинских приборов. Ага. Спасибо, Балум. Так, смотрим ответ. Дарбай, читайте. Вслух. Микрофон выключен. Исследование проведено в 2012 году. 300 тестов не зашло ни одного вида помех в 75 палатах. Дарбай, вы были правы. Не создают телефоны помехи сильные. Если бы телефоны создавали помехи, то врачи бы как друг с другом разговаривали? Все же сейчас со смартфонами ходят, да? Ну, да. Конечно, наверное, какие-то помехи создают, но незначительные. 12-й год это, да? Да, 12-й год. Ну, может быть, сейчас уже и создают, да? Айфоны 12-е. Да. Так, Дарбай, вам 40 баллов прибавляется. Так, идем дальше. Так, Жадра, ваш вопрос. Вредные привычки 40. Ох, не хотят маленькие баллы брать. Все берут 40-50. Молодцы. Расскажите, кому же вредит эта вредная привычка? Кому она вредит? Кому наносит вред? Ну, курящим. Стоящим рядом курящим, да? Да, курящим и тем, кто стоит рядом с ними, стоящими рядом с курящими, все правильно. И если он курит в одной комнате, то вредность этого будет больше. Потому что второй, кто не курит, а дышит запах, да, вдыхает, он пассивный курильщик, да? Так, а вообще каким людям вредна эта привычка? Детям, молодым, пожилым? Да, конечно, первым очередом детям, потом в первую очередь детям, потом беременным и старикам, и у кого есть это хронические болезни, наверное. Так,
Вы были абсолютно правы, Жадыра. Ага. Вообще всем, да? И вы еще обозначили все ответы и самому курильщику, кто находится рядом с ним, будущим детям и тех, и других. Так, 40, да, баллов, кажется? Вредные привычки 40 баллов, Жадыра. Да. Так, Наурзбай. Так, сейчас. Да, я тут. Вопрос. Вредные привычки 30. Вредные привычки 30. Так. Хруст. Когда хрустят, да, суставами? Да. Что это такое? Как это вредит или не вредит человеку? Вред есть от этого, когда мы хрустим пальцами или нет? Я слышал, что это плохо для суставов, или халай буындарға. Для суставов, все правильно. Для суставов. Сары су жиналады деп естіген, білмеймін, рас өтірігін. Оқып көрмеппін бірақ. Действительно, да, это вредно щелкать пальцами, потому что вот эти места, суставы, которые мы постоянно хрустим, у меня тоже есть такая привычка, потом вот они становятся как на картинке, да, выпуклыми. Да. Так, результат такой. Так, и вам добавляется 30 баллов. Идем дальше. Баллом вопрос. Так. Я выбираю продукты питания. Сколько? 30. 30. 30. Так, что это такое? Белая смерть. Какой продукт называют белой смертью? Белая горячка. Так, подождите, не подсказываем. Сейчас Балом подумает. Не так? Наркотик. Наркотик? Так, Балом, это должен быть какой-то продукт питания. То, что мы каждый день используем, добавляем в пищу или кушаем так. Сахар или соль? Так, еще? Есть еще вариант ответа? Пищевая сода. Где Я думаю, что это сахар. Что-то я не могу припомнить, но где-то слышал. Так. Белая соль. Я думаю. Балом была права. Сахар или соль? Ну, соль. Действительно. Хотя сахар тоже очень вреден. Много, если кушать сахар, это тоже вредно. Но хотя мы каждый день добавляем в еду соль, да? Мы не можем, кажется, без соли. Сахар, сладкая смерть, да, называют? Наверное, да. Так, 30 баллов Сахарный Балом. диабет. Сахарный диабет, да. Ерболат? Ерболат ушел? Да. Мифы о здоровье. 20. 20. Так, читайте. Человек использует только 10 ресурсов своего мозга. Как вы думаете, это миф или это правда? Миф. Это миф. Так, Я посмотрим ответ. слышал, и Можно Я мне думаю, сказать? это правда. Да, я тоже думаю, это правда. Так, Ерболат, читайте ответ. согласно последним данным, в Потому течение что дня ученые мы это зайдем доказали. около 80% клеток мозга для решения повседневных проблем. Итак, это миф получается, да? Да, мы используем каждый день 80% мозга. Хотя я тоже читала, что ученые доказали, что всего 2% мозга. Көңіл бөлгендеріңіз үшін рахмет. Егер де осындай видео ұнаса, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.